полную силу вступила весенняя посевная в хозяйствах района. Для земледельцев эта пора никогда не была легкой. Яровыми культурами в текущем году планируется засеять площадь более 44 тысяч гектаров. В сельском хозяйстве работы всегда хватает. Это подготовка техники, обеспечение семенами, ГСМ. Одним из важных факторов для получения высокого урожая яровых зерновых культур является оптимальный срок посева. При его выборе необходимо учитывать не только запасы влаги, но и длительность вегетационного периода, устойчивость к болезням и вредителям зерновых. Вот и стараются сеятели уложиться в оптимальные сроки, из опыта зная, что весенний день год кормит. На полях сельхозпредприятий «Урожай» и «Шеймурат» полным ходом идет посевная. Руководитель фермерского хозяйства «Шеймурат» Артур Нургалиев остался доволен результатами уборочной прошлого года. «Сеять мы будем то же самое», — сказал он. В этом году вот сейчас происходит сев льна. Оказалась для нас маржинальная культура, прибыльная довольно. Потом будет яровая пшеница, немножко многолетки посеем. Овес традиционно, горох, подсолнечник и основа наша лен. 1000 гектаров ячменя и кукурузы, 2000 пшеницы и 500 подсолнечника благополучно сеются на полях района сельхозпредприятием «Урожай». Для улучшения качества и быстроты посева приходит новая техника, а значит, нужны и механизаторы. Вот вы увидели манипуляторы на МТЗ-шке, пришли вот новые. Потом, получается, сейчас придет опрыскиватель Джандер 36-метровой штангой опрыскиватель. И вот туманы у нас перешли сюда в наше отделение. Также нуждаемся в людях, механизаторы нам очень нужны, водители категории ЦЕ вот на КАМАЗы. Как бы в любом случае, также техника будет приходить, а в любом случае нам механизаторы будут нужны. Поэтому кто хочет нам на работу в «Урожай», группа компании «Урожай», приходите. В общем, работы ведутся, как и полагается в этот напряженный период. Думы и мысли механизаторов, сеяльщиков, всех участников посевной только об одном – будущем урожая, основу которого они стараются заложить так, чтобы осенью пашня одарила хлеборобов полновесным колосом. От этого во многом будет зависеть экономический потенциал хозяйств, благосостояние работающих здесь людей.